Совет отцов Центральной Нижнекамской мечети решил, что детей, как цветы жизни, необходимо полить утренней росой и освежить речным ветром. Как родился, нет. Обучать детей нужно всему, потому что неизвестно, какие бывают ситуации, и они должны уметь брать ответственность и делать это. Камыш там вроде? Опускай здесь. А? Да, пускай там. На то и она выдержит. Поэтому и как рыбу ловить, все это надо учить, конечно, да. Опа! Опа! Да! Уже поняли. Я Хабибуллин Камиль Нурович. Меня чуть не попала лизинка. Мне бутылку кидать. Сорвалась лизинка с лодки. Такие моменты, когда перед детьми вдруг что-то не получилось. Ну, ничего страшного, надо же показывать детям, что не всегда с первого раза получается. Надо еще пробовать несколько раз. А дайте мне. Кидать! Прикольно крутится. Четко сработано. Я думаю, знания лишними не бывает. Всегда все может пригодиться в жизни. Хоть костер развести, хоть, я не знаю, охотиться, как-то ловушки ставить какие-то, даже древние какие-то. Ты можешь оказаться в любой ситуации, заблудиться в лесу. Даже если это не пригодится, то это все равно какой-то багаж знания, на основе которого можно предпринять какие-то другие действия. Отец должен уделять ребенку в день столько времени, сколько он может уделить. Например, после работы он, например, максимально стараться брать ребенка с собой в мечеть, на природу, я не знаю, в магазин, потому что при каждой ошибке отец, исправляя ребенка, ребенок набирается опыта. Ням-ням. Куда уплыл? Он с собой уплыл. Далекая страна. Да. К всем сложностям жизни, к всем трудностям жизни наши дети должны быть готовы. Они должны уметь и костер развести, потому что не всегда будет газовая плита под рукой, да? Может быть, случится такие случаи, когда нужно будет развести костер, сварить на костре пищу для себя, чтобы накормить свою семью. Я сделал копье, но он еще не доделан. Я буду кормить семью и охотиться. Не всегда будет под головой мягкая подушка, да? Иногда, может быть, придется и в палатке переночевать, и немножко померзнуть в спальнике. Да, и уха будет, и уху сварить вкусную, да. Вот здесь папа на своем примере показывает детям, что как преодолеваются трудности, да. Здесь отец и сын становятся ближе друг к другу. Все, молодец. Мы рубили с папой дрова топором. Мы как дали, оно так треснуло. Когда что-нибудь не получается у ребенка, то это нормальное состояние, нормальное положение, так как и у нас в жизни часто бывает, что мы много чего не получается. И на это мы всю жизнь будем учиться. И тут то же самое. То есть в жизни все равно нет такого знания, которое бы в жизни не пригодилось. В этом году мы даже узнали это еще лучше с пандемией. Я этим ножом буду чистить рыбу, и мы будем кушать вкусную жареную рыбу. И картошку, и хлеб, батон. А я эту рыбу поймаю! Тихо. Была там под водой. За нами плыть.
очень далеко, а то под водой. Я думаю, что мама не разрешила бы мне здесь купаться, потому что здесь много камней и можно хорошенько пораниться. Но все-таки мы купались, потому что у нас здесь рядом папа. Он, если что-либо случится, он всегда рад помочь. Дети, не бежим! Со взрослым вместе, там опасно. Смотри, как побежали, ложись. Кто не подходим? Вот так только вместе. Так, детей своих смотрите. Вот, потихоньку, потихоньку. А что случилось? Любопытство – это вещь хорошая, ограничить у ребенка, как бы, я считаю, неправильным. Но в то же время это должно быть безопасно. Какой-то реактор не попал, да? Не, вообще опасный бал. Сами сказали палку брать. Да, сюда. Поэтому и глубина пожарным очень там. Скорость 40 узлов. Сколько, я это не знаю. Профессионально. Вот. Еще подвигется что-нибудь. У меня один раз вот азок был вилкой. Вилка нагрелась. То есть я только хочу покушать просто. Хопа! И все. Азок какой был на пальце. Ты хоть сколько лет? Мне будет 6, знаешь, когда? Тебе все мне 6,5. А Амину уже 6 лет. 6,5 уже. Ну да. Ой. А моей сестре... Уже половился? А моей сестре 7. Ой. Уже 9. Мореплаватели возвращаются. Я сделал дрова. Рукоять называется вот это плечи. Это плечи, это рукоять. Рукоять держит полностью. Большой палец вот сбоку выходит. А я потом... Да ладно. Я натянуть даже не могу. Ну давай, стреляй. Наша жизнь, как эта река, несет много опасностей в себе. И отец и мать, они являются для детей учителями в этой жизни, которые научат ребенка принимать правильные решения в трудной ситуации. На самом деле, пока человек сам не обожжется в костре, он не поймет, что в костре можно обжечься. Поэтому мы детей вывели в такие сложные походные условия, где они могут и промокнуть, и замерзнуть. И в конце похода они приобретут ценнейший жизненный опыт.
Ребенок, выйдя из зоны своего комфорта, проночевав на природе, в палатке, возможно, даже с комарами, возможно, даже холодно, одевшись одежду, начинает ценить тепло дома, начинает ценить заботу родителей, начинает понимать, насколько комфортно и в хорошей жизни он проживает. Отцовская любовь похожа на бетон. Прочная и надежная. О, сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух и опыт сын ошибок трудных, и папа, самый близкий друг.